Врач-онколог, доктор медицинских наук Лали Когония живет и работает в Москве, но о родине никогда не забывает. Каждые 3 месяца профессор приезжает в Абхазию, помогает пациентам онкоцентра и просвещает молодых ученых. На этот раз ее лекция в стенах Академии наук Абхазии посвящена тому, как предотвратить серьезные заболевания, методам лечения, а также факторам и рискам, способствующих его развитию. Первое, что я хочу донести, о том, что нет фатального диагноза рак, что нужно вовремя диагностироваться, быть внимательным к себе, проводить профилактические мероприятия. Обычно мы предлагаем, чтобы колоноскопия была сделана у каждого человека 1 раз в 2 года, гастроскопия 1 раз в 2 года. У гинеколога женщина должна быть, если не каждые 6 месяцев, то раз в год обязательно. У мужчины, у уролога должен быть раз в год, и после 40 лет мужчина должен сдавать простат-специфический антиген ПСА. Это в обязательном порядке. Если есть какие-то другие жалобы, нужно на это обращать внимание. Если головная боль более месяца и причину найти не могут, надо идти к онкологу. По словам Лали Когония, похода к врачу бояться не нужно, ведь медицина шагнула далеко вперед в лечении онкологии. При этом доктор отметила, что в Абхазии высокий процент раковых больных. Высокий процент. Кстати говоря, с годами все-таки мы все больше больны. Может быть, возможность выехать у большего количества людей появилась. Но раки щитовидной железы, раки молочной железы, раки предстательной железы, раки легкого и раки кишечника. Вот за этим надо очень внимательно следить. Следить, и опять я призываю к профилактике. Нужно помнить, что все-таки последние достижения дали возможность говорить о том, что даже далеко зашедшие стадии рака мы можем лечить и получать большой эффект. Также на лекции Лали Когония рассказала и о рисках, среди которых есть генетическая предрасположенность. Я вот все время привожу в пример, помните, мы в свое время говорили, что это Анджелина Джоли, она просто полоумная, да, взяла, убрала себе обе молочные железы и убрала себе яичники. Ну как это, молодая красивая женщина? Она оказалась права, потому что есть определенные мутации генов, тоже мы сейчас определяем, особенно у молодых женщин, у которых в ближайшем родственном окружении, то есть это кровные родственники, есть раки. Их там определяется мутация BRCA, она обязательно смотрится. Если она есть, то что сделала Анджелина Джоли, нужно делать. Но это специальное обследование. Есть еще такой синдром Линча, последние годы очень раскручивается, когда, например, опять же у кровных родственников раки желудка, молочной железы, яичников, кишки, то есть там определенные подходы нужны. Это все, это прерогатива уже грамотного онколога, который вас к этому подводит. Потому что мы, когда учились, были молодыми, говорили, у всех мутации раковые есть. И каждый доживает или не доживает до своего рака. Вот так мы грубо говорили. Наверное, в этом есть какая-то рациональность, потому что чем старше человек, тем больше у него возможности проявить свою мутацию, которая у него заложена. В каждом из нас эта мутация может дремать. Образ жизни, перегрев на солнце, психологическое состояние человека также могут способствовать развитию болезни. Во-первых, не забывайте, что все-таки послевоенная ситуация с нашим населением должны были работать психологи реально. 2 года надо было восстанавливать психику всем. Я по своим родственникам, да по себе знаю, как это тяжело было переживать все. Но кто этим будет заниматься? Я всегда говорю, маленькая нация, она сама должна себя вытаскивать и тянуть. По словам доктора медицинских наук, самое главное – это своевременная профилактика. Гугут Савардания, Дэвид Маргия, Абхазское телевидение.